Привет, я Максим Кардозу, а это Якутия взгляд со стороны. Здесь я рассказываю о самых интересных событиях, которые произошли в республике за неделю и что я об этом думаю. Это личное мое мнение, и я напоминаю, что смотреть на себя со стороны иногда бывает полезно. Ну что, барды-бытышки? Ну а начать этот выпуск я хочу с денег. На этой неделе крупнейший, наверное, в России сайт по поиску работы HeadHunter опубликовал свое исследование. Они проанализировали все реально действующие сейчас на их портале предложения о работе в Якутии. Это 3800 предложений. Так вот, и опубликовали список самых классных профессий. Ну не то, что самых классных с точки зарабатывания денег. То есть самое вкусное. Давайте узнаем. Итак, 250 тысяч рублей в месяц может получить горный мастер. 235 тысяч получит начальник геологического отдела. Ну и на 230 тысяч может рассчитывать пилот авиакомпании. Это были самые дорогие. То есть не самые дорогие, это были самые высокооплачиваемые профессии, которые вот сейчас есть в открытом доступе на сайте HeadHunter. Можно туда зайти, то есть и подать объявление. Вот действительно, вот в открытом доступе это все лежит. Понятное дело, что вознаграждение за ваш труд, за которые, например, заплатят больше 100 тысяч рублей, не так много. Это всего лишь 1% от всех опубликованных вакансий. Средняя вообще зарплата, на которую вы можете рассчитывать, это 61 тысяча рублей. Вообще, еще я здесь напомню, очень много цифр, друзья. Ну ладно, немножечко потерпите. По Росстату, это официальные данные, в 2020 году средняя зарплата по Якутии это 66 тысяч рублей. Но, конечно же, это не действительность. Мы все понимаем, как работает статистика, и, наверное, реальные заработки граждан якутян, например, в Якутске это в районе 40 и 50 тысяч рублей. Но в регионах, в зависимости от того, в центре они находятся или на севере, тоже варьируется зарплата чуть ниже или чуть выше. Если я ошибаюсь, можно меня прямо поправить здесь, в комментариях. Друзья, спускаемся, комментируем. Какая средняя зарплата в вашем регионе, в вашем городе, в вашем селе, в Улусе, районе? В общем, давайте выясним. Побуду еще немножечко капитаном очевидностью. Понятное дело, что самые классные места рабочие по зарплате, они находятся в сфере добычи полезных ископаемых. И, конечно, вакансий таких не так много, и думаешь, где бы найти такую вот работу? А, друзья, вот на этой неделе у вас появилась тоже такая возможность. Чингинское месторождение объявило о том, что им требуются люди на работу. Я оставлю ссылку на сайт, на котором можно зайти, познакомиться со всем перечнем профессий, которые требуются. Там же можно оставить анкету, и, может быть, вам повезет, и вас возьмут на это месторождение. Там требуются, например, такие профессии, как аппаратчики химоводоочистки, водители самосвалов, дорожные рабочие, стропальщики. Там есть даже такая вакансия, как повара. Ну, все, что вам подходит. То есть перечень очень разнообразный, друзья. Так что вперед из песней. И, наверное, этим своим объявлением владельцы Чингинского месторождения, да, они, наверное, пытались ответить тем людям, которые их критиковали. Мы все помним, что во время начала эпидемии коронавируса в Чинге были бунты, приехали зараженные вахтовики, и многие люди спрашивали, вообще зачем в республику пускают вахтовиков, особенно из тех регионов, которые действительно зараженные. Там много заболевших COVID-19, и некоторые люди говорили, вот нужно брать наших якутских туда парней и девушек для того, чтобы они зарабатывали деньги. Это такая ответочка, если хотите, вот вам возможность. Кстати, там сразу же есть один нюанс, который оттолкнет многих. Это зарплатные ожидания. Они начинаются от 48 тысяч до 80. Согласитесь, не так много даже в условиях Якутии. Причем, если нужно жить вахтовым методом в каком-то далеком поселке несколько месяцев вдали от семьи. А вот для некоторых людей в Центральной России, где заработки намного меньше, это вполне привлекательный может быть и доход. И по этому поводу у меня вопрос. Давайте сделаем опросик, он будет здесь. На какую сумму вы согласны, вот на какую зарплату вы согласны в месяц для того, чтобы поехать в вахтовый поселок? С учетом этого возникает несколько вопросов. Во-первых, наберут ли действительно больших профессионалов на все позиции те люди, которые опубликовали этот список и ищут сейчас работников на Чингинское месторождение, вот внутри республики, с учетом этих зарплат и тех условий изоляции, вахтового городка и так далее и тому подобное. То есть, понятное дело, что какие-то высокопрофессиональные специалисты, они уже там работают или работают в другом месте за большие деньги.
А второй вопрос, если мы хотим все-таки для того, чтобы эти деньги, которые вахтовики зарабатывают, они оставались в нашем регионе, в Якутии, это все плюс нашей экономики, тогда нужно задумываться о действительной подготовке тех кадров, которые нужны. И те люди, которые заинтересованы, это и работодатели, это, может быть, люди из правительства, это представители учебных заведений, они должны понять, кто сейчас нужен для таких мегапроектов, как Чиендинское месторождение, тем более, что сейчас ведутся разработки и угля, и нефти, и газа, и в других регионах, и вполне возможно в ближайшее время их тоже начнут разрабатывать. Не смог я пройти мимо новости о Норильске. Это экологическая катастрофа федерального масштаба, федерального уровня на севере Красноярского края. Об этом все прекрасно знают уже, об этом говорят все средства массовой информации, что вылилось огромное количество топлива в местные реки, попало в почву и так далее и тому подобное. Меня здесь смущает, конечно же, действия и МЧСников, и местных властей, и Норникеля, руководства самого, потому что началась какая-то неразбериха. МЧС говорит, нас не предупредили. Норникель говорит, мы МЧС предупредили. Губернатор Красноярского края говорит, что не знаем, что делать. Короче, вообще. И может быть за эти дни, когда за первый, может быть, масштаб этой катастрофы можно было уменьшить. Что сейчас будет происходить, непонятно. Норникель собирается выделять от 10 миллиардов рублей на спасение экологической ситуации в регионе. Получится у него или нет, тоже никто не знает. И почему я об этом говорю? Потому что это может произойти, наверное, и в Якутии. Там официальная причина катастрофы, что начали таять льды под этим резервуаром. Значит, одна опора не выдержала, снесло, и все это оказалось в природе. А у нас, как мы знаем, половина Якутии находится в вечной мерзлоте, у нас дома стоят на сваях. Если мы говорим даже не о промышленных каких-то объектах, а о обычных домах, в Якутске в последнее время огромное количество домов появляется невероятной этажности и строят их очень высоко. Наверняка появились какие-то технологические новые условия, при которых можно строить и в минусовые температуры, можно не выжидать там годами, пока свайное поле, оно так затвердеет действительно, и все это использовать. Но тоже тут соблюдают ли люди все эти технологии, проверяют ли они вовремя, то есть состояние вечной мерзлоты, что с ней происходит. И мне кажется, этими вопросами после вот этой катастрофы в Норильске тоже нужно задаться. Продолжая тему экологических катастроф, в социальных сетях появляются вот такие видео с шелкопрядом. В центральной Якутии, даже в парке Якутска находят этих насекомых на деревьях, и это действительно опасно, если их много, потому что специалисты говорят, что после нападения шелкопрядов лес хвойный восстанавливается в течение 30-40 лет, а то и больше, потому что эти насекомые уничтожают не только взрослые деревья, но и молодняк. То есть дерево старое, оно умерло, а на замену ему ничего не выросло. Причем после нашествия шелкопрядов приходят и другие вредители насекомые. Если шелкопряд ест в основном листья и иголки, то другие насекомые после него уже нападают на ствол дерева и кору. Это, например, такие знаменитые усачи-волосогрызки, которых никто вот не любит в Якутске. Это всемирно известный жук-усач. Сегодня... Конечно, на эти вещи тоже нужно очень быстро реагировать. Уже понятно, что пригласили каких-то федеральных экспертов для того, чтобы бороться с этим явлением. Причем страдает не только Якутия, но и вся Сибирь в этом году. И причины, которые называют, например, в лесхозе, в якутском лесхозе, это очень теплая зима в этом году. Я что-то не уверен немножко. Если она действительно была теплая, напишите в комментарии. Мне кажется, были действительно холодные месяцы. Почему я об этом вам долго сижу и рассказываю? На этой неделе появилась новость, что в Якутии впервые вообще появится питомник саженцев, где будут в теплицах выращивать деревья, а потом их высаживать в лесу.
Это все будет в Алекминском районе в селе Солянка. Это все делается, конечно, не из-за нападения жуков, а в основном из-за вырубки леса на продажу, из-за вырубки леса во время прокладки каких-то коммуникаций, например, сетевых столбов или прокладки железной дороги, также из-за пожаров. То есть лес нужно все равно искусственно восстанавливать, ему нужно помогать. По официальной статистике лес занимает 83% территории Якутии. И с учетом того, что каждый год проходят большие пожары, его нужно восстанавливать, помогать. Но на лесе можно и зарабатывать, не только вывозя его и вырубая. Ведь заповедники, заказники, национальные парки по всему миру привлекают огромное количество туристов. Так вот, в Якутии тоже есть национальные парки, красивые, достойные, так сказать, показа на мировом уровне. И это подтвердил рейтинг, который был опубликован на этой неделе одним из туристических порталов. Называется он Twil.ru, ссылочку я оставлю тоже в описании, если хотите, можете зайти. И там эксперты спросили своих пользователей проголосовать за самые красивые национальные парки в России. И вот в десятку вошел тоже национальный парк Якутии. Какой, друзья, если вы еще не догадались? Ну, это очень просто. Это Ленские столбы, всеми нами любимые. Наследие ЮНЕСКО. Но не Ленскими столбами же едиными. В Якутии много и других очень красивых мест, достойных внимания туристов. Например, той же арктической области. А вот в Арктике можно, причем даже на природу не смотреть, а можно искать полюс холода. Ну или вот самые низкие минусовые температуры, чем и занимались, например, участники такого проекта, как «Покорители холода». Он стартовал в этом году, в январе. Да вообще по кайфу. Райское наслаждение, баунти. И уже вот на этой неделе Русское географическое общество внесло этот проект в лучшие экспедиции этого года, которые были организованы на территории нашей страны. Я думаю, вы знаете, в чем там дело. Если не знаете, можно вот по ссылочке в описании перейти, подробно узнать. Там, в общем, блогеры делятся на две команды, ездят по Верхоянию и Аймиконию и пытаются зафиксировать самые низкие температуры. Ну и у кого ниже, тот и выиграл. Очень прикольный проект, который тоже привлекает к себе туристов. Причем холод может стать официальной фишкой республики. Об этом уже думают. То есть у нас есть якутские алмазы, у нас есть якутские мамонты, а также может появиться и якутский холод, который будет настоящим брендом нашего региона. И это очень круто. Причем этот бренд уже работает. На полюс холода в Аймикон уже едут иностранцы. И еще по этому поводу один интересный момент. На этой неделе появилась интереснейшая статья на ЕКТ.ру. Она посвящена двум французам. Это Пьер и Стивен, которые путешествуют по всему миру. Они объездили десятки различных стран, и сейчас они живут в Якутске уже 4 месяца. Причем они работают. Один работает учителем иностранного языка, а другой поваром японской кухни. Ну, работал до начала пандемии и карантина. В общем, ребята в статье рассказывают о своих путешествиях, о том, почему они приехали в Якутию, почему они вот пытались найти такое холодное место и испытать холод на себе. В общем, и рассказывают о самых интересных событиях, которые происходили с ними не только в России, не только в Якутии, но и в других каких-то очень экзотических странах, чем они сейчас занимаются, что они хотят делать. И у них есть свой YouTube-канал, у них есть активный Instagram, можно туда тоже зайти, все ссылки я оставлю в описании. И если вы тоже хотите путешествовать, можно там посмотреть, как это сделать. Причем, наверное, без каких-то больших денег. Ну и прочитайте статью, потому что там все очень классно написано. На этой неделе продолжилась тема доставщиц пиццы в необычной одежде. Если в прошлый раз гремели вот эти полуголые стриптизерши, то в этот раз девушки уже целомудренные, в красивых национальных платьях и украшениях. Они тоже доставляют пиццу всем желающим, кто заказал, конечно же. И все это приурочили к празднику национальному ИСЭХ, к сожалению, который в этом году, конечно, отменили. Даже отменили, недавно прошла информация, республиканский ИСЭХ Олонхо. Все это очень грустно и жалко. Думаю, что теперь можно ожидать и других каких-то доставщиц пицц. То есть здесь же креатив, он никак ничем не ограничен. То есть в следующий раз, на следующей неделе я могу рассказывать и про каких-то других доставщиков. То есть в еще более каких-то креативных костюмах. Посмотрим. Это такая будет битва пиццерий. Ну и закончить я хочу еще одной позитивной
новостью. Вот эти фотографии появились в соцсетях и на многих ресурсах. На ней изображены два медвежонка, которые проникли на дачный участок в Алданском районе. И что здесь началось? Кипиш, полицейские, охотники, то есть соседи, люди, шум, гам. И на одной из фотографий люди увидели вооруженного человека, который практически собирается направлять дуло на этих двух медвежат. И здесь многие ужаснулись, мол, неужели их подстрелили, в них начали стрелять. Есть информация, что стрелять в медвежат никто не стал. Просто произвели выстрелы в воздух, тем самым их отпугнули. И дальше эти малыши убежали в лес к своей матери. И сделано это было, ну, конечно, понятно, из гуманных соображений, во-первых. А во-вторых, из-за соображений безопасности. Потому что на крики медвежат раненых могла из леса выйти медведица. Понятно, что она где-то там была рядом. На этом у меня все. Я хочу анонсировать еще один выпуск, который выйдет на этой неделе. Это будут не новости, это будет такой топчик о Якутии. В общем, надеюсь, будет интересно и мне, и вам. Ставим лайки, подписываемся, нажимаем на колокольчик, проходим вниз, комментируем. Это был Максим Кардозу. Всем пока. До следующего воскресенья, я забыл сказать.